Любите ли вы листать подшивки старых газет? У меня, например, на это времени не хватает. Зато я знаю, кто любит ходить в библиотеку. Моя коллега Елена Красильникова. Например, совсем недавно в газете «За Новый Север» от 21 мая 1948 года она прочитала, что в Воркуте побывала экспедиция киностудии «Союз-Дитфильм», которая снимала в Заполярье эпизоды для картины «Два капитана» по книге Вениамина Каверина. Давайте заглянем в зал, где в Национальной библиотеке Коми хранятся периодические издания, начиная аж с 1932 года. В Краеведческом депозитарном фонде Национальной библиотеки, созданном в 1981 году, хранится более 6 тысяч экземпляров газет и журналов, которые издавались в республике. Самая старая газета нашего фонда – это газета «Верлэдж», в переводе «Лесной рабочий». 1932 года газета издавалась, выпускалась на коми-языке, латинице. Далее, с 1936 года параллельно газете «Верлэдж» начала издаваться газета «За Новый Север». Это уже на русском языке. По словам библиотекарей, сегодня читатели часто просматривают подшивки за 30-е и 40-е годы прошлого века. Откроем газету «За Новый Север». Вот номер за 10 февраля 1948 года. Маленькая заметка рассказывает об охоте на волков и медведей. Например, и женщины-охотницы даже, оказывается, охотились и убивали за раз по 5-6 медведей. И вот для меня это тоже было таким открытием. В настоящее время это очень актуально, но женщина никогда сейчас не пойдет охотиться на медведя. В этой заметке есть упоминание о передовой охотнице из Усть-Кулома Александре Шаховой, которая застрелила в берлоге 3 медведей. Кстати, в других публикациях, посвященных Александре Ивановне, приводятся такие цифры. За 40 лет ею добыто более 8 тысяч белок, 4 тысячи зайцев, 11 тысяч рябчиков. Вот еще одна любопытная статья в газете «За Новый Север». В мае 1948 года в Сыктывкар приезжал полярник, уроженец Усть-Усольска Михаил Попов. Уже на современных сибирских сайтах мы прочитали, что личность эта легендарная. В 1972 году именем Михаила Попова была названа одна из гидрометеостанций в Арктике на острове Белый в Карском море. Долгое время начальником этой станции и был наш земляк, который превратил ее в образцовое хозяйство. Вот цитата из газеты «За Новый Север». Приехав в районы Крайнего Севера в 1934 году, товарищ Попов начал работать техником на острове Белый, затем начальником передающего центра на острове Диксон, потом в бухте Тикси. А в начале 1942 года самолет полярной авиации доставил группу людей под руководством Михаила Попова на землю, некогда открытую казаком Семеном Дежневым. Сын Коми-народа, товарищ Попов, возглавил Провиденское арктическое управление полярных станций. Его грудь украшают несколько орденов и медалей. Конец цитаты. И вы можете открыть что-нибудь важное для себя, читая любую заметку в старой газете. Узнаете новые факты из жизни вашего города или села, новые истории о своих земляках и родственниках.